Я очень рада приветствовать тех, кто к нам присоединился. И сегодня наш разговор будет, казалось бы, на ту тему, которая, в общем-то, всем понятна. Когда мы с вами говорим о детях или о взрослых, мы очень часто употребляем такое выражение: это у него темперамент такой, он поэтому так себя ведет. Или вот он такой по характеру. С этим связаны все его проблемы. А что же такое характер и темперамент? Чем они похожи и чем они отличаются? Сегодня мы с вами попробуем в этом во всем разобраться. Вообще, с одной стороны, это вещи абсолютно разные, но с другой стороны, они тесно взаимосвязаны, потому что темперамент – это биологическая часть нашей личности, которая закладывается еще задолго до нашего рождения. И если выразиться образно и представить себе человека как некий айсберг, так вот темперамент – это то, что является основой айсберга. А верхушка – это уже наш характер, это особенности нашего поведения, то есть это то, что видят люди. И зачастую, несмотря на то, что мы, в общем-то, взрослые, мы очень много читаем, мы очень много знаем, нынче очень много информации доступной, мы путаем эти понятия. Настолько ли важно различать их? Давайте попробуем сегодня с вами разобраться. Ведь на самом деле ребенок уже с самого рождения проявляет некие особенности, которые не свойственны другим детям, да? Например, как он реагирует на неудобства, да? На холод, на мокрые, может быть, подгузники или на громкие звуки. У всех ведь это происходит индивидуально. Становясь старше, мы уже видим, что разные дети по-разному реагируют на незнакомые лица, на какие-то интересные предметы и игрушки, которые могут их увлекать. Так вот, что же такое темперамент? И можно ли что-то здесь изменить? Вообще, темперамент – это достаточно постоянная особенность человека. Это способность человека реагировать на изменения в окружающей среде в течение всей своей жизни. Вот у маленьких детей темперамент мы видим в самом чистом виде. Однако по мере роста и развития все это немножечко меняется, потому что здесь уже начинают сказываться какие-то особенности воспитания, особенности в окружающей среде, которые влияют на этого ребенка. Вообще в психологии существует множество разных теорий о типах темперамента. Общим у них является только то, что люди классифицируются по особым характеристикам, то есть по тем проявлениям, которые есть у человека в той или иной степени. Вот давайте сейчас посмотрим, да, самые известные типы темперамента, о которых мы говорим: сангвиник, холерик, меланхолик и флегматик. Вообще принято считать, что в чистом виде, да и вообще не принято считать, а на самом деле в чистом виде не существует отдельно вот каждого типа темперамента. Все они несколько между собой перемешаны. Вот насколько они отличаются и что включают эти типы темперамента, мы сейчас с вами чуть-чуть об этом поговорим. Вот вообще существует 9 черт, которые характеризуют вот эти типы темперамента. Первая черта – это активность личности, да? Насколько быстро ваш ребенок, да и вообще любой человек что-то делает, насколько долго он может находиться в непрерывном движении, то есть насколько у него хватает энергии. Следующая характеристика – это ритмичность, то есть вот это биологический цикл. Да? Вот бывают дети, которые строго живут по режиму. Уже с рождения им необходимо там кушать через несколько часов определенного времени,
им необходимо, они испытывают чувство голода в эти моменты, да, в одно и то же время они просыпаются и засыпают. А бывают неритмичные, когда сложно предугадать, и мама вынуждена быть привязана к этому ребенку практически непрерывно. Следующая характеристика – это отвлекаемость. То есть она показывает, насколько ребенок может концентрировать свое внимание и насколько долго, как легко ему все-таки заниматься этим делом, не отвлекаясь на что-то другое, не отвлекаясь на то, что происходит вокруг. Следующее – интенсивность реакций. Вот эта характеристика, это вот показывает то, как ребенок реагирует на что-то новое, необычное, на как он проявляет свои эмоции, увидев что-то интересное для себя. Кто-то, может быть, хохочет, заливается, потом начинает горько плакать, а кто-то просто улыбнется, причем иногда даже пряча эту улыбку так, чтобы не заметили ее другие. Следующая характеристика – это чувствительность реакции, то есть не интенсивность, а чувствительность реакции. Насколько ребенок чувствителен к эмоциям и ощущениям своим, да? Насколько его беспокоят какие-то звуки, одежда раздражает или не раздражает его, насколько эти чувства, насколько это он проявляет вот этот комфорт или дискомфорт. Еще одна характеристика – адаптируемость, то есть как человек адаптируется в новых условиях. И следующая характеристика, очень важная, про которую мы с вами забываем, это упорство. Насколько человек, а в данном случае мы говорим пока еще о детях, умеет добиваться поставленной цели. Как легко он отказывается от той цели, которую он поставил. И еще две характеристики, в общем-то, очень важные, да, это какая реакция бывает у ребенка или у человека на новые обстоятельства, на новую ситуацию, то есть адаптируемость. И следующее на приближение нового человека. И следующая характеристика – это настроение. То есть в каком настроении большую часть времени пребывает человек. Насколько оно часто бывает позитивным или негативным. То есть вот посмотрите, темперамент человека, он характеризует эмоции, чувственность, активность, энергичность и некоторые манеры поведения. А вот что не зависит от темперамента, но что зачастую мы к нему приписываем. К темпераменту совершенно не относятся увлечения, взгляды человека, воспитанность или невоспитанность, уровень интеллекта. Очень часто, да, мы говорим о том, что есть человек безумно образованный, он очень много знает, он очень много умеет, но в жизни он ничего не добился. То есть получается, что все усилия, которые он приложил к тому, чтобы добиться той или иной цели, они были ему либо не доведены до конца, либо цель была не настолько ему интересна. И сколько бы он ни занимался каким-то делом, но результата этого дела он не получает. С чем же это все-таки связано? А связано это зачастую именно с тем, что не попал он в точку своего развития, в точку своего интереса, в то, что может его двигать дальше. И вот именно для этого каждый взрослый должен понимать, как можно помочь своему ребенку достигнуть в этой жизни каких-то высот. Для чего еще нам, взрослым, знать о том, какой тип темперамента преобладает у детей, которые находятся рядом с нами? Зачем нам это знать? Ну, во-первых, потому что нам будет проще общаться с ребенком, да? Говоря научным языком, мы можем спрогнозировать его поведение, и нам будет проще избежать каких-то конфликтных ситуаций и добиться, может быть, какой-нибудь благородной цели. Следующее, мы научимся
как-то минимизировать влияние на нашего ребенка отрицательных факторов, да, от среды, может быть, окружения, может быть, сбережем таким образом даже его здоровье. Может быть, если мы не будем давить на него в какие-то моменты, если мы не будем его ставить в те ситуации, где он будет терять свою энергию и терять свое здоровье, мы сможем использовать вот эти вот черты, характерные для ребенка, характерные для его темперамента, во имя его роста, его развития, с тем, чтобы он мог продвигаться по жизни дальше. Как же определить темперамент своего ребенка? В общем-то, это несложно, если вы умеете наблюдать за своими детьми. Давайте с вами мысленно, или, может быть, на листе бумаги, нарисуем ось координат. Помните школьную ось координат x, y? Не нужно рисовать стрелочки. Мы с вами условно, вот как здесь на иллюстрации, разделим лист бумаги на 4 сектора. И вот сейчас по горизонтальной линии, да, условно по оси координат x, мы обозначим проявление нашего ребенка. Вот справа на этой оси мы отметим, насколько он общительный, либо слева, насколько он замкнутый ребенок. А вот по оси, условно говоря, Y, да, вертикальной оси, мы отметим, насколько часто меняется его настроение, насколько он эмоциональный, насколько он взрывной. В верхней части мы отметим стабильный или нестабильное его поведение, а в нижней части мы отмечаем, если оно, вернее, в верхней части мы отмечаем, если оно нестабильное, яркое, а в нижней части, насколько оно стабильное. И вот давайте посмотрим. Если мы мысленно проведем прямые линии от тех точек, которые мы с вами нарисовали, мы сейчас сможем понять, к какому типу темперамента можно отнести нашего собственного ребенка. Посмотрите внимательно на иллюстрацию. Да? Вот общительные, ярко-эмоциональные, то есть нестабильные дети в правой стороне – это условно холерики. Почему условно? Потому что мы сейчас оцениваем с нашей точки зрения нашего ребенка. Да? Здесь же сверху замкнутые и нестабильные, то есть эмоциональные, склонные к слезам, каким-то, может быть, эмоциональным спадом. Дети – это меланхолики. Давайте опустимся в нижнюю часть нашей оси координат условной, да, и посмотрим. Ниже нуля у нас с правой стороны расположены общительные и стабильные. То есть, если преобладает у нас приблизительно все время одинаковое настроение, при этом ребенок открыт для общения, он не боится чужих людей или не очень боится, если он легко идет на контакт со сверстниками или идет к ним на контакт, ведя вас за руку, то есть он хочет с ними общаться, при этом капризы у него проявляются. Мы сейчас не будем рассматривать возраст кризисный, там, 3 и 7 лет, а вообще вот настроение у него преобладает хорошее, то это сангвиник, да, как говорят педагоги, это мечта любого педагога, да. И с левой стороны замкнутые, но спокойные дети, которых очень сложно вывести из равновесия, которые очень часто могут найти себе интересное занятие и заниматься им независимо от наших желаний, которые часто нас не слышат, если они заняты чем-то интересным. Это, условно говоря, дети-флегматики. Как я уже и сказала, таким образом можно узнать не только о собственном ребенке, но и о себе, и о своих близких, взрослых, потому что так определяется просто тип темперамента. Но когда мы говорим о более старших детях и взрослых людях,
Эти типы темперамента, на них уже накладывается воспитание, характер и так далее, они могут несколько перемешиваться. А вот в чистом виде они хорошо очень заметны у самых маленьких детей. Потом уже мы начинаем немножечко путаться, но тем не менее основные черты, которые присущи тому или иному типу темперамента, можно угадать, если вы на самом деле очень хорошо знаете своих детей. В свое время, это были 70-е годы, шведский художник Херлов Бильструп, художник-карикатурист, нарисовал такую замечательную карикатуру «Шляпа», в которой были отображены все типы темперамента. И они настолько, эта иллюстрация на сегодняшний день отображает эти типы темперамента, что проиллюстрировать их достаточно вот этими картинками Херлофа Бильструпа. Кто такой сангвиник? Это живой, подвижный, общительный, уравновешенный в основную часть времени человек, если энергетических затрат было немного, и он не устал, да? У него очень живая мимика, он быстро отзывается на то, что происходит вокруг, он мгновенно реагирует, может перестроиться, он очень быстро выходит из тяжелого положения, находит какие-то позитивные стороны в негативном. Его чувства тут же видны на лице, но они легко очень меняются, да, то есть, чтобы поймать то, что чувствует сангвиник в данный момент, нужно быть очень внимательным, потому что если ему хочется заплакать, но он же сильный по характеру, он может себя остановить, он может надеть на себя улыбку и улыбнуться маме, да, либо в тот момент, когда он увидит что-то смешное, несмотря на то, что он хотел плакать, он может очень быстро переключиться. Вот это сангвиники, это люди, которым, если хватает энергии, да, внутренней энергии, если они здоровы, то они сами способны справиться с любыми обстоятельствами. И по сути, наверное, с таким ребенком легче всего родителям, опять-таки условно легче всего, потому что мы сейчас говорим только о темпераменте, мы пока еще не говорим о других характеристиках, да? Но такие яркие проявления на лице, умение себя контролировать, оно очень помогает родителям справиться с некоторыми ситуациями в жизни. Следующий тип темперамента, который нарисован на иллюстрации Херлофа Бильструпа, это холерик. Это человек, который очень эмоционально реагирует на все. Он очень общителен, но при этом не слышит порой того человека, с которым он общается. Он часто действует, не думая. Он неуравновешен, он очень быстро может в эмоциях переключаться с одной на другую, причем они настолько яркие, как ярко он может смеяться, так же быстро он может начать плакать. У него такие смены настроения случаются очень часто. И вот здесь родителям бывает очень сложно, потому что, особенно если типы темперамента у родителей и у ребенка не совпадают. То есть получается, мы только-только думаем, что ему сказать, а у него уже все переключилось. И наше желание ему помочь уже сейчас не нужно. Ему нужно уже бежать, а мы бежим за ним следом, потому что у него какая-то другая идея возникла в голове. Вот здесь самая главная задача родителей в общении с такими детьми не навредить. Потому что любое давление на такого ребенка вызывает такой же бурный протест. Но при этом эмоции, вот такие яркие, они очень часто истощают таких малышей, да и взрослых детей. И им очень сильно нужна энергетическая подпитка. Поэтому им необходим отдых, им необходимо точно так же, как и всем остальным, тепло, общение и внимание. Потому что вот в этой скорости, вот этом бешеном ритме, они не успевают порой пополнить вот эту вот чашу своей энергии. Следующий тип темперамента, такой вот удивительный и очень такой вот значимый, это флегматики.
это человек очень с медленным переключением. Здесь у него сменяются процессы возбуждения и торможения очень редко. Это люди очень спокойные, взвешенные, у них часто не видны эмоции на лице, они очень часто бывают заинтересованы в чем-то. Это люди с сильными увлечениями, да, то есть вот им, если нравится собирать эти самолетики, они в них будут разбираться, они будут знать все модели этих самолетов, они попытаются узнать что-то новое. Это зачастую бывают дети, которые первые заинтересовываются и энциклопедиями и очень глубоко в них проникают, несмотря даже на наши попытки их от этого отвлечь. Пока не забыла, вот с флегматиками нужно быть очень осторожными, потому что на самом деле, пытаясь их вырвать из вот этого их ритма медленного, мы нарушаем вот это устойчивое равновесие, очень благодатное равновесие, в котором может развиться что-нибудь талантливое и неординарное, и мы можем сломать вот этот вот хрупкий вот такой вот баланс. Следующий тип темперамента – меланхолики, да, с точки зрения обычного обывателя, да, это люди, склонные к слезам, это люди, которые вот очень часто расстроены бывают, а на самом деле нет. Меланхолики могут и радоваться, они могут смеяться, но они очень застенчивы, они не так ярко проявляются, как все остальные. Они очень долго как будто смакуют свои эмоции, им очень нравится их чувствовать и пребывать в них. Поэтому очень долго они выходят из состояния, допустим, какого-то расстроенного, может быть, обиды, потому что им нужно больше времени, чтобы это пережить. Вот меланхолики – это те люди, с которыми нужно иногда посидеть, поговорить, которых очень нужно обнимать и целовать, и говорить, что они очень талантливы. Это дети, которым нужно поднимать самооценку, потому что мы в своем бешеном ритме очень часто не замечаем уникальных способностей таких детей. Если говорить ярко и образно, то вот замечательные наши литературные герои, 3 мушкетера, они яркие представители 4 типов темперамента. Да? Мы сейчас даже можем просто мысленно представить, даже по фильму, не по книге, себе этих героев, и мы сразу поймем, кто из них является представителем какого типа темперамента. Да? И мы представляем тогда других людей рядом с ними. Да? Вот, например, такой вот яркий холерик Д'Артаньян, кто на него еще похож, да? Или такой умный, рассудительный, такой вот, притягивающий к себе Атос, да, вот такой вот он, такой настоящий мужчина. С точки зрения женщины, наверное, о таком вот мечтают все. Он верный, он чуткий. И такой вот нестабильный, такой игривый, такой ловелас у нас Арамис. Ну и Портос такой домашний, хороший, такой вот настоящий сангвиник, такой, каким вообще вот, видят мужчин средних, да, вот они такие обычные, хорошие, стабильные, предсказуемые. Это если говорить о литературных героях, так, чтобы представить себе типы темперамента. От чего же они зависят, да, как мы уже говорили? Темперамент зависит от типа нервной системы. То есть, понимаете, переделать это все, изменить это все не в наших силах. Это заложено генами. Это заложено генами и той средой, в которой ребенок развивался до рождения, да, в той средой, в которой он пребывал сразу после рождения, и то, что он видел и чувствовал тактильно, эмоционально на протяжении своих первых лет жизни. Вот это основа нашего темперамента. К слабому, да, типу нервной системы относятся у нас меланхолики. Вот это те дети,
те люди, к которым нужно относиться очень чутко. Потому что, несмотря на такую особенность свою, тем не менее, они уникальны, неповторимы и на самом деле способны на очень многие вещи. Вот к сильному типу темпераменту, к сильному типу нервной системы, уравновешенному или неуравновешенному, соответственно, относятся 3 другие типа темперамента. Да, неуравновешенный – это холерик, и 2 уравновешенных и подвижный сангвиник, и неподвижный флегматик. Для чего это все вот такое сложное, да, такая конструкция у вас перед глазами? Для того, чтобы вы поняли, что все вот это зависит вот от этого прямоугольничка в самом верху таблички, да, это тип нервной системы. И что-либо изменить здесь мы с вами вообще не можем. Это дальше накладывает отпечаток на всю нашу жизнь. Вот давайте посмотрим. Вообще не бывает плохих или хороших типов темперамента, да? Но у каждого существуют свои какие-то положительные и отрицательные стороны. Вот в чем положительные и отрицательные стороны, казалось бы, идеального с точки зрения обывателей сангвиника, да? Он общительный, активный, отзывчивый, жизнерадостный. Что еще может быть? Что еще нужно для того, чтобы его характеризовать? Но, тем не менее, существует еще несколько характеристик. Это несобранность, поскольку мы очень активны, да, сангвиники. Это легкомыслие, потому что нам иногда мы очень быстро переключаемся с одного вида деятельности на другой, и то, о чем мы вчера мечтали или что мы обещали, мы можем сегодня забыть. Это беспечность, опять-таки, к этому относится мы очень часто, даже к собственной безопасности, я имею в виду вообще условно сангвиников, они очень часто даже к собственной безопасности относятся холодно, то есть могут себе навредить и часто имеют поверхностное суждение. Это опять-таки связано вот с такой легкостью в отношении к жизни. Это то, что может нас задевать, когда мы общаемся с сангвиником, то, на что нужно обращать внимание. Это не говорит о том, что это плохо, что с этим нужно бороться. Мы это изменить, возможно, не сможем никогда. Но понимать мы это с вами должны. Чем же лучше всего занять ребенка-сангвиника, чтобы вот эти черты, может быть, как-то минимизировать? Что полезно таким детям? Вот детям-сангвиникам очень полезно заниматься пазлами. Как вы думаете, почему? Да потому что им нужно вырабатывать усидчивость, чтобы вот эту вот поверхностность такую вот немножечко научить себя контролировать, чтобы ее сгладить. Им очень полезно читать книги, потому что когда вы читаете книги, обсуждаете их, это заставляет анализировать, быть внимательным к нюансам. Сочинять истории. Это тоже очень важная вещь, когда вы тянете линию, когда вы развиваете креативность, заставляете помнить, что было в начале и чем это закончится, особенно когда это поучительная история, когда может чему-то научить. Очень полезно, соответственно, с пазлами собирать конструктор, просматривать познавательные программы, потому что сангвиники, в общем-то, очень такие дети, которые легко все запоминают. И, соответственно, вот все то, что они слышат и узнают, может пригодиться им дальше в жизни. И то, что полезно сангвинику, шумные игры. Знаете почему? Потому что в шумных играх, особенно когда они происходят с кем-то, то есть в группе детей, либо в парах, нужно уметь себя контролировать и сдерживать. Это тоже очень полезное занятие. То же самое относится к подвижным играм. Хороводные игры очень полезны для сангвиников, для того, чтобы они научились находиться в коллективе и считаться с мнением других детей. А игры с водой и песком – это то, что заставляет их расслабиться, задуматься, почувствовать свое тело и подумать о собственной безопасности. Это то, что мы говорили, то, что касается беспечности. А если говорить о хороших или плохих чертах, если говорить о том, чего может добиться ребенок-сангвиник, давайте мы вспомним известные личности сангвиники. Да? Это Моцарт, это Лермонтов, Наполеон, Герцен. То есть их очень много, и они очень талантливые
вдумчивые. И согласитесь, это люди, которые умели анализировать и ставить перед собой какие-то цели и задачи. Но в то же время, а если это относится к Лермонтову, если это относится к Наполеону, они большие авантюристы. Вот это то, что касается сангвиников, то, что мы говорили о беспечности. Давайте теперь поговорим о положительных и отрицательных чертах холериков и о том, что же полезно этим детям. Положительные черты – это оптимизм, решительность, то есть это те дети, те люди, которые могут идти на баррикады. Да, то есть если у вас происходит какая-то коллективная мыслительная работа там, и так далее, холерики – это те, кто зададут тон этому движению. Они общительны, энергичны и очень активны. Энергия из них просто брызжет, они могут ее заражать. Но в то же время они вспыльчивы, бывают агрессивны, когда они навязывают свое мнение или когда они не принимают чужое мнение. Из-за этого случаются конфликты. Они нетерпеливы, уже начиная с самого рождения. То есть эти малыши, даже любой дискомфорт, они не терпят, и они начинают тут же выражать какое-то недовольство. Чем же полезно заниматься малышам-холерикам? Обязательно плавание, потому что вода – это та стихия, которая забирает в себя всю отрицательную энергию, весь тот отрицательный заряд, который присутствует. Кроме всего прочего, она снимает мышечное напряжение с тела. Ритмичные танцы – это то, что заставляет ребенка-холерика начать себя контролировать. Катание на велосипеде, скейте, роликовых коньках – это опять-таки ритм, это связь междуполушарная, это то, что включает контроль и самоконтроль. Игры с кеглями и соревнования – это то, что научит проигрывать, прислушиваться к другим и мириться, может быть, с чужими победами. Кроме всего прочего, нам по вечерам очень полезны спокойные игры, да, такие как лото, складывание оригами, где включается логика, то есть мы работаем руками, и в то же время мы работаем головой. Конструирование желательно по схеме, когда мы ориентируемся, да, то есть когда мы не просто там делаем, что мы хотим, но тогда, когда мы ориентируемся на образец. И обязательно рисование, это так же, как и плавание, позволяет ребенку выразить свои эмоции и выплеснуться на каком-то определенном этапе. Давайте познакомимся с известными холериками. Да? Это Иван Петрович Павлов, это Александр Сергеевич Пушкин, это Петр I, это Александр Васильевич Суворов. Какие замечательные личности, да? Авантюрные, вспыльчивые. Может быть, их жизнь сложилась бы по-другому, если бы они не готовы были на те авантюры, в которые они кидались. Но кто знает, как бы сложилась наша жизнь, если бы не было этих великих личностей, согласитесь. А сейчас мы с вами поговорим немножечко о меланхоликах. Что присуще меланхоликам? Меланхоликам присуща высокая чувствительность. То есть они чувствуют не только свои эмоции, но и наши с вами эмоции. Они очень мягкие, сердечные, сопереживающие. Они очень исполнительны. То есть когда вы ставите перед ними задачу, будьте уверены, что они обязательно ее выполнят. И очень расстроятся, когда у них что-то не получится. Они очень тонко чувствуют не только эмоции, но и какие-то нюансы в тех задачах, которые им ставят. Какие же все-таки, не скажем, не отрицательные, но черты характера, которые могут нас беспокоить? Это застенчивость, неуверенность, мнительность, пессимизм или пессимистичность. Да, если у меланхолика что-то не получается, если мы его не поддержим в этот момент, вот таким людям присуще упадническое настроение, может быть, даже что-то похожее на депрессию и замкнутость. Если у вас есть друзья-меланхолики, ведь случается очень часто такое, что они на какое-то время пропадают. И если вы их не вытащите из этого вакуума, они очень много и долго могут там пребывать. Причем я не открою секрет для вас, что для них это не будет трагедией даже какое-то время.
потому что они найдут, чем заняться в своем внутреннем вот этом вот мире. Но если в этот момент вот такой замкнутости они переживают какие-то элементы неуверенности в себе, вот тут нужно им помочь. Потому что вот дети-меланхолики – это те дети, на которых мы всегда особо обращаем внимание, я имею в виду специалистов, психологов, потому что низкая самооценка у таких детей очень сильно влияет на их будущее, на их будущую жизнь. Поэтому мы всегда стараемся поднимать им самооценку. Но здесь есть один такой нюанс. Меланхолики, они очень внимательны, они очень тонко чувствуют. Поэтому хвалить их просто так – это бессмысленно, это не поднимает самооценку. Меланхоликов нужно всегда хвалить за что-то. За то, что они правда сделали. Не за то, что у них голубые глаза и нежные волосы, а за то, что они замечательно поставили чашку на полочку, за то, что они съели весь супчик, за то, что они решили задачу долго, но правильно, за то, что пусть эта задача решена неправильно, но посмотри, как цифры написаны замечательно, давай мы попробуем все-таки решить ее правильно. То есть хвалить меланхолика нужно всегда за правильно сделанное, за то, что он сам видит. Иначе вы можете ему навредить. Иначе он вас слушать потом не будет в следующий раз. Именно из-за того, что он все тонко чувствует. Чем же рекомендуем мы заниматься детям-меланхоликам и что полезно им будет дома? Обязательно игры с водой, потому что им необходима вот эта вот разрядка, выход из внутреннего своего такого иногда состояния, когда они что-то переваривают. Им очень нужны мягкие игрушки. Это те дети, которым, правда, нужны предметы для засыпания мягкие, им нужны мягкие игрушки, которые им помогут чувствовать себя увереннее. А еще это те дети, которым очень полезно иметь домашних животных. Потому что это те, кто будут, с кем они будут общаться постоянно, и те, кому они будут доверять, потому что не всегда можно доверять людям, а вот домашним животным они будут доверять, и таким образом они будут с ними общаться. Им очень полезно рисование и лепка. Это то, что помогает им выразить свои эмоции. Вы же знаете, что они очень закрыты, а вот рисование и лепка помогают выразить свои эмоции, переживания, чувства, мысли. Им вот это те дети, которым, конечно, соревновательные игры вообще на протяжении, наверное, всей жизни, они будут им вносить некий дискомфорт. А тем более, пока они маленькие, их лучше от этого ограждать. Потому что выиграть у них, скорее всего, не получится, потому что они медлительны. А проиграв, они будут это очень долго в себе переживать. Если мы говорим о малышах, им очень полезно катание на трехколесном велосипеде, потому что на двухколесном им будет некомфортно кататься, они будут не уверены в себе. А вот трехколесный велосипед – это тот велосипед, который может им придать ритм. Здесь еще и межполушарные связи разовьет. Здесь еще не указано, но я бы рекомендовала использовать беговел. Это вообще уникальный вид велосипеда, который помогает развить не только ритм, а моторику всю практически. То есть он задействует абсолютно все тело. Это тот спорт, который полезен для ребенку-меланхолику. Соответственно, игры с мячом, потому что ему очень тяжело принимать от кого-то что-то и отдавать кому-то, то есть отрывать от себя. Поэтому им очень полезно будет отдавать мяч и принимать, и прыгать, раскрывая таким образом свои внутренние границы. То есть прыжки на скакалке и вообще упражнения скакалкой тоже будут очень полезны. Какие известные личности, представители темперамента меланхолического вот такого есть, это Фредерик Шопен, удивительная, любимая музыка Шопена. Плачу, когда слушаю всегда, это потрясающе, как могло возникнуть у такого человека столько красивой, созвучной природе музыки. Николай Васильевич Гоголь, да, вот его произведения, они, конечно, очень такие меланхоличные, поэтические. Честно признаюсь, мне очень тяжело давалось их читать, и несколько раз
раз перечитывала, очень многие вещи я до сих пор не понимаю. Еще один знаменитый, очень знаменитый, чудесный композитор Петр Ильич Чайковский. Удивительная музыка, созвучная в душе очень многих людей. Это чувствительные на самом деле люди, уникальные. Следующий тип темперамента, на который бы нам хотелось, ну, который мы должны тоже знать, это флегматики. Я всегда поражаюсь таким людям, я им внутренне завидую, потому что это настолько как бы уникальными вещами они обладают. Они терпеливы, они вдумчивы, они очень ответственны. В какие-то моменты они хладнокровны, то есть если они решают какую-то задачу, они не обращают внимания на внешние раздражители. Они очень настойчивы в достижении поставленной цели. Согласитесь, уникальные черты характера и уникальные проявления вот именно флегматичного темперамента. Но в то же время они медлительны в связи с тем, что они очень вдумчивы. Они малоподвижны, опять-таки, в связи с этим. Они упрямы, потому что если они поставили свою цель, они не будут слушать мнение других. Они пассивны, потому что у них есть свои цели, но никак они не связаны с вами. И с нашей внешней точки зрения, опять-таки, с нашей внешней, они безинициативны, потому что это мы их дергаем, а им это не нужно. У них свои цели. Поэтому мы внешне их будем называть безинициативными. Хотя, поверьте, на самом деле это не так. Какие игры и занятия полезны таким детям? Вот этим детям, вообще этим людям, склонным к флегматичным проявлениям, очень полезна музыка, а именно музыкальные инструменты, поскольку игра на музыкальных инструментах, она способствует вообще не только каким-то проявлениям внешним, но и заставляет их думать и действовать одновременно. Вышивание – это очень такие сложные, может быть, моменты, в которые флегматик опять-таки может что-то делать и в то же время думать и получать результат. Лепить, рисовать, потому что очень редко у них проявляются какие-то эмоции, для них это очень важно. Для флегматиков очень полезны эксперименты, для детей флегматиков. Почему? Потому что это дети, уникальной способностью которых является умение думать и делать выводы. И вот если мы их научим экспериментировать с предметами, то есть будем с ними экспериментировать с окружающей средой, с предметами, то таким образом мы их приучаем к умению думать, размышлять и с этим интересом относиться вообще ко всему окружающему. И тогда такому ребенку будет интересно учиться в школе не с точки зрения «надо», а с точки зрения «мне интересно узнать новое». Естественно, с этой же точки зрения, да, с интересом узнать что-то новое, разобраться в этом, вот таким детям очень полезно посещение выставок, музеев, концертов, театральных представлений и так далее. Потому что пытливый мозг этих детей впитывает все как губка и выдает потом выводы какие-то, результаты. Какие известные флегматики. Но вот здесь их не очень много, да, но тем не менее то, что они сделали, это уникальные вещи. Да, Михаил Илларионович Кутузов, Чарльз Дарвин, Иван Андреевич Крылов. Кто их не знает? Это самые известные личности. Да? Как разговаривать с ребенком, учитывая особенности вот этих типов темперамента, да? Вот посмотрите, здесь такая же табличка, как была в самом начале, когда мы определяли типы темперамента наших детей, да? Вот как вы думаете, вообще холерики и сангвиники будут вас слушать, если вы будете повышать голос? Нет, они будут вместе с вами эмоциями вашими заряжаться
И они вас слышать не будут, и кто-то будет протестовать, а кто-то будет слышать только ваши эмоции. Отсюда вывод. С холериками и сангвиниками нужно разговаривать четко, спокойно, размеренно, чтобы они и желательно тихо. Темп речи должен быть такой, чтобы они остановились и услышали. Это должно быть очень спокойно. Для того, чтобы расшевелить меланхолика, иногда нужно включать эмоции. Да и к флегматику это тоже относится в полной мере, потому что ваши эмоции, улыбки – это желание не только включить их, но оно научит вообще ребенка, меланхолика или флегматика, определять вообще эмоции других людей. Но говорить с меланхоликом нужно очень аккуратно. То есть вы включили эмоции, но говорите вы тихо, медленно, и темп речи размеренный, чтобы он вас услышал. Вот если с холериком иногда можно, так, слушай меня внимательно, то с меланхоликом этого делать нельзя. Он испугается. То есть здесь нужно быть очень осторожным. А вот с флегматиком включайте эмоции на полную. Потому что когда он включится, он будет вас слышать и очень быстро поймет, чего вы от него хотите, если он включился на вашу волну. Но смотрите, о каком бы типе темперамента мы с вами не говорили, да, вот смотрите, с меланхоликом и с холериком мы эмоции очень спокойно проявляем, очень спокойно проявляем. С флегматиком и сангвиником дети вам, может быть, простят ваши вскрики, ваши, может быть, ваши обиды. Если вы прикрикнете, эти дети вам это простят. Меланхолик может расстроиться, холерик может обидеться, и это может вызвать у него эмоции ответные, протестные. Обратили внимание? Получается, что практически с каждым типом темперамента нужно быть очень осторожным и понимать, как нужно включаться и в какие моменты включаться. Да? То есть с меланхоликом и с холериком это очень опасно. С флегматиком и сангвиником вполне возможно включить свои эмоции. И долго извиняться вам не придется. Если вы ошиблись, они вас поймут очень быстро. Да? Если мы говорим о меланхолике и флегматике, то говорить лучше медленно, размеренно, всегда. А если мы говорим о холерике и сангвинике, лучше, конечно, говорить четко, да, но темп речи иногда можно ускорить. Тут уже по обстоятельствам. Все зависит от того, какой цели вы хотите добиться. Если хотите вы привлечь внимание, вы можете вскрикнуть, да? А если вы хотите, чтобы ребенок вас понял, тогда мы говорим очень четко, размеренно, так, чтобы он нас услышал, остановился и понял, чего мы от него хотим. Конечно, может быть, с одной стороны, это сложно, да? Но вы же своих детей очень неплохо знаете. Вы понимаете, что к вашему ребенку какой-то подход у вас получится с ним, а что-то может не получиться. Так, ну что, с темпераментом более-менее разобрались. А что же такое характер? Вот характер – это та часть айсберга, которая у нас находится сверху. Характер – это то, что можно воспитать, вернее, это то, что воспитывается. То, что начинает проявляться, когда ребенок растет. Это то зернышко, которое мы с вами взращиваем на протяжении всей жизни нашего ребенка. Да? Характер, он строится как раз-таки на биологическом факторе и социальном. Биологическое – это и есть темперамент, а социальный – это как раз-таки то, что относится к воспитанию.
Вот типы нервной системы, о которых мы говорили, когда мы рассматривали темперамент, это как раз-таки то, что потом помогает сформировать наш характер. Характер бывает уравновешенный, неуравновешенный, да, подвижный, чрезмерно подвижный или инертный. Мы, рассматривая социальные факторы, говорим только о воспитании, да, о среде, но сюда же включаются обычно и культурные традиции, и то, как между собой общаются родители, и те нормы и правила, которые существуют в микрогруппах, в которых ваш ребенок пребывает потом. Это детский коллектив детского сада или школы. Это может быть даже часто контактирующие с вами тети, дяди, бабушки, дедушки, те, кто присутствует в жизни вашего ребенка. Вот смотрите, подвижные, уравновешенные дети – это тот характер, как бы мечта любого родителя и педагога. Что необходимо для таких детей, которые все время чего-то хотят? Они могут чем-то долго интересоваться. Вот для таких детей необходимо воспитывать устойчивый интерес к чему-нибудь, какие-то увлечения, привычки, но в то же время необходимо прививать им какие-то моральные нормы, чтобы они понимали, что хорошо и что плохо. И самое главное, на что нужно обратить родителям, да, когда, казалось бы, у нас идеальный ребенок, и все у нас будет хорошо, но очень многие черты характера мы узнаем потом. Так вот, у таких детей нужно предугадать момент, когда развивается легкомыслие, самоуверенность, когда они перестают считаться с другими детьми. Существуют дети по характеру вспыльчивые, возбудимые. Мы не говорим сейчас о темпераменте, мы говорим о проявлениях вот этого темперамента. Да? То есть ребенок может быть холерик, но при этом он может быть очень чувствителен к другим, он может любить всех остальных, он может не обижать никого, да? Он пробежал мимо, сломал чью-то постройку, но при этом он извиняется и помогает ее быстренько собрать. Это уже воспитание. Так вот, что нужно сделать, чтобы вырос вот таким воспитанным наш малыш-холерик, вот такой возбудимый, неуравновешенный? Необходимо предупреждать их вспыльчивость, да? То есть, если малыш пытается ударить маму по лицу, нет, нельзя, маме больно. Хороший, Саша, и мама хорошая, мама тебя любит, и ты маму любишь. Вот с самого рождения это нужно воспитывать. И когда ребенок становится старше, их нужно учить, а как минимизировать последствия их вспыльчивости. Посмотри, Саша обиделся. Давай мы ему поможем. Ты сломал случайно, ты не виноват, так случилось. Давай мы ему поможем исправить все, что случилось. У этих детей нужно воспитывать настойчивость, чтобы они пытались добиться какой-то поставленной цели. Необходимо быть требовательными к выполнению каких-то, может быть, взятых на себя обязательств этим ребенком. То есть ты обещал, значит, ты должен это выполнить. Но опять-таки, вы должны быть личным примером для ребенка. Нельзя требовать от ребенка выполнения обещаний, если вы сами их никогда не выполняете, либо зачастую не выполняете. То есть требовательным может быть только тот родитель, который сам исполняет свои обещания. А если у него не получается это сделать, то он объясняет, почему он это не сделал, и справляется. Таких детей не уговаривают, давай сделаем. Таким детям говорят, так, нужно сделать вот так, так и так. Потому что вы сами понимаете, ребенок холерик, уговаривать его бесполезно, ему нужно сказать, так, берем вот это, делаем так, и тогда у нас получится все просто замечательно. Вот так вот получится говорить с ребенком холериком. Медлительные дети – это дети, характер которых появляется на основе меланхолического или, может быть, флегматичных таких проявлений. Так вот, у этих детей нужно воспитывать активность и любознательность.
да, то есть мы говорили о том, что опыты, эксперименты, может быть, предложить им рассказать, смотри, ты научился делать вот это, давай научим других. Или посмотри, как у тебя здорово, покажи маме, папе, бабушке. А давай мы бабушке сделаем то-то. А давай мы поможем вот это сделать. То есть именно то, что ребенок способен будет сделать. Или то, что он способен будет сделать вместе с вами. И таким образом укрепится его уверенность в себе и поднимется самооценка. Таким детям нужно помогать переключаться с одного вида деятельности на другой, потому что сами они не способны. Да, то есть мы решали математику, и мы зависли на этой математике, и нам нужно сейчас срочно переключиться на написание сочинения. Вот вам нужно помочь его, переключить ему. Замечательно ты сделал. А что вы сегодня читали на литературе? Или, ой, слушай, а кто тебе из героев вот этого произведения, по которому вы будете писать сочинение, понравился? То есть учимся переключаться и учим ребенка переключаться. С такими детьми нужно быть очень терпеливым, потому что иначе они будут отдаляться от вас, и у вас не получится ничего с этим сделать. Ну и, конечно, в них нужно развивать точность, ловкость, быстроту реакции. Это очень сложно, но это нужно делать. Что для этого нужно? Какие-то спортивные занятия, те, о которых мы с вами уже говорили, какие-то опыты, какие-то увлечения. Вообще характер – это такая сложная субстанция, которая складывается из очень многих черт. И здесь очень часто родители забывают такие социальные факторы, которые помогают нам это развить. Во-первых, это самостоятельность. Если мы не разовьем в детях самостоятельность, то проявить черты характера, какие бы они ни были, они не смогут. И вот самостоятельность относится к чертам характера. А самостоятельность развивается только тогда, когда ребенок имеет собственные задачи, когда он умеет их перед собой ставить, когда он их добивается, а не тогда, когда мы за них что-то делаем. Самостоятельность не появляется с нуля. Самостоятельность развивается, начиная вот с того момента, как ребенок тянется за погремушкой. Вот с этого момента начинает проявляться детская самостоятельность. И всячески нужно помогать детям, давать им нишу для проявления такой самостоятельности. Еще одна черта – самоорганизация. Это то, что помогает детям выстроить план своей деятельности, то, что помогает детям добиться какой-то поставленной цели, если они смогли ее поставить, и двигаться к ней. А этого можно добиться, опять-таки, только в том случае, если ребенок имеет определенные собственные задачи, которые перед ними ставит семья, или которые он ставит сам перед собой. То есть ребенок должен уметь что делать? Трудиться. Это то, о чем мы в последнее время очень часто забываем. Это то, чего не хватает, увы, сейчас очень многим взрослым. Мы требуем от подросшего ребенка, от подростка невозможного тогда, когда мы еще в детстве его не научили поливать цветочек, относить тарелочку в раковину, складывать свою футболочку, готовить вещи себе на завтра, самостоятельно надевать сапожки или варежки, самостоятельно подготовить рюкзак в школу, сходить за продуктами в магазин. То есть это то, что формируется на протяжении всей жизни. И если мы ребенка к этому не приучим, то мы не получим это в результате, когда он станет взрослым. Знаете, мой совет для всех абсолютно родителей, детей любого возраста, да и для самих себя. По большому счету, то, что помогает настроиться, то, что помогает воспитать силу характера, проявиться как-то, в самом начале выглядит как обычный режим дня. То есть маленькие дети, которые четко соблюдают режим дня,
они самоорганизовываются, они становятся самостоятельными, потому что знают, какая задача у них дальше. То есть умылся, я почистил зубки, там пошел, надел футболочку, у нас там завтрак, прогулка и так далее. Они приучаются трудиться. Вот эти удивительные самые первые вещи, которые режим дня, это то, что помогает развить в детях силу характера, основываясь вот на тех самых проявлениях типа темперамента, основываются на силе наших, может быть, или слабости наших проявлений. Поэтому говорить о том, насколько сильный характер у ребенка, мы можем только тогда, когда мы видим проявление этого характера. А проявление этого характера мы увидим только тогда, когда ребенок сам что-то делает. То есть привив ему ответственность, уверенность в себе, желание трудиться, мы в дальнейшем развиваем в ребенке желание добиваться каких-то целей, строить новые цели, вообще стать успешным по жизни. Наша встреча с вами заканчивается. О характере, о силе характера мы с вами можем говорить очень много. Это отдельная тема. Но о том, как его строить, с чего все начинать, я надеюсь, вы уже поняли. Поэтому, если есть какие-то вопросы, я могу сейчас написать свою электронную почту. Я готова ответить на все вопросы. Кроме всего прочего, вы можете обратиться в консультационный пункт, в республиканский, где вам всегда могут оказать помощь. Вы прекрасно это знаете, наверное. Значит, смотрите, есть у меня официальный сайт. В принципе, самое простое... Так, я пишу название официального сайта. Вы можете всегда войти на этот сайт, и кроме того, что вы подчеркнете там, может быть, какую-то информацию для себя, там есть форма обратной связи, где я всегда могу ответить на ваши вопросы. На вопросы отвечаю, как правило, в течение суток или двух. Я желаю вам успеха, и я надеюсь, что, определив тип темперамента своего ребенка, вы найдете правильные подходы к своим детям. До новых встреч. До свидания.